Уйгурская турчанка восточно-туркестанского происхождения Арфия Эри, член Либерально-демократической партии, одной из самых влиятельных политических партий Японии, была назначена на важный пост премьер-министром Японии. 33-летняя Арфия была выдвинута в качестве кандидата в депутаты премьер-министром Японии и лидером Либерально-демократической партии Фумио Кисида 25 февраля. Родившаяся и выросшая в Японии женщина-политик продолжает свое высшее образование в университете Джорджтауна, США, закончив обучение в Американском колледже в Китае. После окончания университета она работала в Банке Японии, а затем в течение 5 лет в Организации Объединенных Наций. Согласно информации, Арфия Эри будет кандидатом в депутаты от ЛДП по 5-му избирательному округу Чиба на дополнительных выборах, которые состоятся 23 апреля 2023 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем специальном заявлении по случаю открытия 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что Китай продолжает свои преступления против человечности и геноцид против уйгуров в Восточном Туркестане. Заявление Блинкена включает в себя следующие утверждения об уйгурах. Коммунистическая китайская администрация продолжает совершать этнический геноцид и преступления против человечности, особенно против уйгуров, проживающих в Восточном Туркестане, Синьцзяне и других мусульманских тюркских народов. Как администрация США мы внимательно следим за продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности, совершаемыми китайской администрацией в отношении уйгуров и других этнических турецких меньшинств в Восточном Туркестане. Наращивая свои экономические и политические шаги против Китая, администрация США внесла в черный список 37 китайских компаний. В качестве шага, который приведет к эскалации напряженности в отношениях с Китаем, администрация Джо Байдена в США добавила 37 китайских компаний, в том числе некоторые подразделения генетической компании BGI и компании облачных технологий Inspur в коммерческий черный список. Министерство торговли США, которое контролирует экспортный контроль, заявило, что BGI Research и BGI Technology Solutions были включены в список, поскольку они утверждали, что представляют значительный риск поддержки усилий китайского правительства по наблюдению. Постановление президента об импорте транспортных средств с электродвигателями из Китая вступило в силу после публикации в официальном вестнике. Было принято решение ввести дополнительную 40% таможенную пошлину на импорт только авто с электродвигателем, происходящих из Китайской Народной Республики, которые классифицируются в соответствующей статистической позиции таможенного тарифа. Официальный представитель Министерства обороны Китая Тан Кефей заявил, что Соединенные Штаты выступают против возможного соглашения о продаже Тайваню боеприпасов и оборудования на сумму более $600 миллионов для боевых самолетов F-16. Тан также сказал, что Китай выразил возмущение по этому поводу и сделал резкое заявление в адрес США.